Nomad World NS представляет. До государств, до ханов, до империй. Здесь, в сердце Центральной Азии, начиналась история человечества. Небольшие группы людей кочевали в поисках пищи. Это был палеолит, древнейший этап истории. Их главным союзником был камень. Ручные рубила и наконечники копий стали первыми шагами к цивилизации. В эпоху неолита человек начал приручать животных. Лошадь изменила судьбу степи навсегда. Человек научился плавить медь. Началась новая эпоха. Появились первые вожди и союзы племен. Бронза дала степи новое оружие. В степи формировалась воинская культура. Курганы стали символом власти и рода. На скалах оставались первые свидетельства веры и памяти. Люди научились плавить металл и создавать оружие нового поколения. Началась эпоха бронзы, время технологий и воинов. Бронзовый меч стал символом силы и власти. В степях формировалась андроновская культура, основа бронзовой цивилизации региона. В центре жилища горел огонь, сердце семьи. Скотоводство стало основой экономики степных обществ. Колесницы усилили мобильность и изменили характер войны. На юге региона существовали древние поселения. Курганы стали символом памяти, власти и рода. Важные решения принимались на советах старейшин. Небо и огонь занимали центральное место в мировоззрении степных племен. На скалах оставались первые символы веры и памяти. Воинская подготовка становилась частью жизни. Управление лошадью давало стратегическое преимущество. Женщины играли важную роль в хозяйстве и ремеслах. Поселения расширялись, усиливая влияние степных племен. Конец бронзового века. Андроновские племена освоили металл, скотоводство и передвижные жилища. Бронза изменила все. Оружие стало прочнее, племена сильнее. Формируются военные вожди. Общество становится более организованным. Климат меняется, степь становится суше. Племена начинают больше кочевать. Лошадь становится главным союзником человека. Рождается подлинная мобильность степи. Но приходит новая эпоха — железо. Железо делает оружие острее, воинов опаснее. Так формируется новая военная культура, стремительная, конная, организованная. Курганы становятся больше, погребения богаче. В орнаментах появляется новый язык — звериный стиль. Начинается эпоха саков. Так начиналась эпоха саков, владык Великой Степи Железного века. Древние источники различали три великие ветви сакских племен. Их имя высечено в камне Ахименидов.
Тиграхауда, носящие высокие остроконечные уборы восточных земель. Парадарая – западные саки, жившие в степях за морскими пределами у северных рубежей Евразии. Их кочевья располагались в пределах Семиречья, в землях между реками Чу и Таласа. Несмотря на обширные земли кочевий, саков объединяли воинские традиции и образ жизни степи. Основой их жизни было кочевое скотоводство, связанное с сезонными переходами по степным маршрутам. Короткий меч, акинак, служил оружием ближнего боя и символом статуса степного воина. Их стойбища состояли из переносных жилищ, располагаемых у пастбищ и источников воды. Их сложный составной лук из дерева, рога и сухожилий обеспечивал дальность и силу удара. Несмотря на обширные земли кочевий, саков объединяли воинские традиции и образ жизни степи. Основой их жизни было кочевое скотоводство, связанное с сезонными переходами по степным маршрутам. Сакские воины применяли маневренную тактику, включая стремительные атаки и ложные отступления. Они были не только кочевниками, они знали реки, озера и переправы. По данным археологии, сакские племена использовали лодки для переправ через Сырдарью и Или. Их жизнь включала охоту, рыболовство и сезонные стоянки у вод. Их маршруты простирались от Семиречья до степей Центральной Азии. Тиграхауда – саки остроконечных шапок, описанные в персидских хрониках. Хаумаварга – племена, связанные с сакральными традициями и обрядами. Парадарая – саки, жившие за великими водами. Саки Парадарая! Исторические источники указывают, это были родственные, но разные сакские союзы. Я Тамирис, дочь степи и хранительница свободы. Царь Кир, ты пришел не за землей. У саков женщины могли быть правителями и воинами. Мне снилась битва и кровь на песке степи. Сражение с персидским царем Киром стало поворотным моментом истории. Не за завоевание, за свободу степи и честь рода. Их общество держалось на законе рода, воинской клятве и старейшинах. Этот вопрос до сих пор обсуждается историками и археологами. Антропологические данные показывают европеоидные и центральноазиатские черты. Саки вступали в союзы, воевали и торговали с соседними народами. Эпоха саков стала основой будущих степных цивилизаций. Саки не легенда. Они зафиксированная история в хрониках. Пока великие империи Востока захлебывались в крови бесконечных войн, владыками небесных гор стали Усуни. Под дланью великого Кунбия их орда обрела неслыханное богатство. Древние летописцы с трепетом взирали на этих воинов, под высокие исполины со светлыми волосами и пронзительно-синими глазами. Их тяжелая конница заковывала в железо и коней, и всадников. Сердцем их владений стал легендарный город Чигу, город Красной долины, воздвигнутый на берегах священного озера Иссык-Куль. Чтобы купить их покой, императоры Китая и вожди хунов отдавали Кунбию лучших принцесс, но чужеземные жены принесли во дворец яд раздора и темные интриги. Предания гласят: за гордыню правителей и алчность их женщин духи воды обрушили на Чигу свой гнев. Земля разверзлась в великую столицу. Куда исчезли голубоглазые Усуни? Они растворились в крови народов степи, а их затопленный город и по сей день хранит свои тайны на дне Иссык-Куля. Но кто заставил Великий Китай искать союза с Усунями? Чтобы понять это, мы должны обернуться на восток, в эпоху, когда степь умылась кровью. 3 век до нашей эры. Из хаоса восстает исполин, Моде Шаньюй. Преданный родным отцом, он выковал легендарную свистящую стрелу.
Двухметровый богатырь на вороном коне сковал разрозненные племена железной дисциплиной. Его воины стреляли лишь туда, куда пела его стрела. Перед его армией содрогнулся Китай. Империя Хань была вынуждена воздвигнуть Великую Стену и платить кочевникам унизительную дань золотом. 99 год до нашей эры. Империя Хань решает отомстить и бросает в степь свои лучшие полки. Полководец Лилин принимает неравный бой. Его воины пустили 1 000 000 стрел, пока не опустили колчаны. Зная, что на родине за плен его ждет казнь, Лилин ломает свой меч. Шань Юй, пораженный его отвагой, не лишил врага жизни. Он даровал ему титул и свою родную дочь, отправив править на далекий суровый север. Я принимаю эту честь. В суровых землях Хакасии и Тувы, среди снегов Енисея, для Лилина возвели небывалый дворец. Покои обогревались хитроумной системой подземных труб. Здесь китайский полководец обрел новый дом и стал праотцом Великой династии. Кого же возглавил Лилин? Великий народ гяньгуней, енисейских кыргызов, исполинов с глазами синими, как горный лед. Они были не только свирепыми воинами, но и лучшими кузнецами Азии. Свое разящее оружие они ковали из небесного железа, упавших звезд. Их клинки пробивали любую броню. Владыки степи отдавали целые табуны породистых лошадей за один кыргызский меч. Из разрозненных родов они выросли в несокрушимую силу. В час Великой войны кыргызы могли собрать под свои знамена 100 000 закованных в железо всадников. Ими правил верховный владыка Ажо, а помогали ему вершить суд и вести полки в бой 3 мудрых биев. Это была эпоха стального порядка. 8 век. Степь стонет под гнетом тюркского каганата. Но на Енисее встает вождь с духом снежного барса – Барсбек Каган. Он бросил вызов тиранам, объединив вокруг себя северные племена. В жестокой, предательской сече в черни Сунгайского леса Барсбек пал как герой. Но его кровь не пролилась напрасно. В рунических камнях Енисея навсегда высечена память о его непокорном духе. Спустя столетия на трон взошел новый владыка Ажо. Почувствовав мощь своего народа, он сбросил вассальные одежды. И степь содрогнулась. 100 000 закованных в железо кыргызских всадников начали беспримерный зимний переход через ледяные перевалы Саян. 840 год, год Великого Возмездия. Кыргызская конница обрушилась на столицу уйгурского каганата, город Ажубалык. Империя врага была сожжена дотла. Владыка Ажо сдержал свою клятву, водрузив знамя победителей над руинами чужой орды. Так началась величайшая эпоха в истории Азии – кыргызское великодержавие, время абсолютного, неоспоримого триумфа. Но время неумолимо. Сменялись эпохи. Великие империи распадались, чтобы дать жизнь новым союзам. Куда же ушли хунны Моде Шаньюя? Где растворились голубоглазые Усуни? Что стало с железными богатырями Енисея? Они не исчезли бесследно. Подобно горным рекам, их кровь и судьбы слились воедино здесь, в сердце небесных гор. Вглядитесь в лица этого народа. В них горит несокрушимая воля хуннов, благородство усуней и стальной дух героев Енисея. Это летопись, не пыль мертвых свитков. Это то, что бьется в сердцах наших детей. Вы прямые наследники исполинов. Передайте эту историю следующему поколению. Сохраним наше наследие вместе. С незапамятных времен Саки гордые стрелки степей охраняли Тяньшань и Алтай. Моде Шаньюй покорил Центральную Азию. Кровь степей смешалась в огне битв. Усуни создали великое кочевое государство на Тяньшане. Предки кыргызов жили здесь, сильные и свободные.
На берегах могучего Енисея кыргызы подняли знамя свободы, держава крепла. Начало эпохи. Великая кыргызская держава. Расцвет империи. На берегах Великого Енисея более 1000 лет назад расцвела могучая цивилизация енисейских кыргызов. В 7-9 веках кыргызский каганат был одной из сильнейших держав Центральной Азии. Кыргызы были мастерами небесного железа, создавая оружие, не знавшее равных. Даже в суровом климате они выращивали зерно, строя оросительные каналы. Кыргызские лошади славились выносливостью и ценились при дворах императоров. Через земли кыргызов проходила северная ветка Великого Шелкового пути. Кыргызы владели рунической письменностью, высекали историю в камне. Они поклонялись Тенгри-Ата и Умай-Эне, считая горы и леса священными. Наследие енисейских кыргызов стало частью истории всего тюркского мира. Салам! Сегодня мы начинаем путь вглубь веков, чтобы разгадать главную загадку Центральной Азии. Готовы погрузиться в мир древних легенд, археологических находок и манускриптов? Кто же такие кыргызы? Кыргызы – один из древнейших народов Евразии. О них писали китайские историки еще в эпоху античности. Первое упоминание относится к 201 году, китайцы называли их и воинственные жители Севера. Колыбелью кыргызской государственности стала река Енисей в Южной Сибири. Здесь рождался дух великого народа. Именно отсюда наши предки позже принесут свою уникальную культуру на белоснежные вершины Тянь-Шаня. Само слово «кыргыз» окутано тайнами. Что оно значит? 40 племен или 40 девушек? Победители или люди красного цвета? Возможно, истина где-то посередине, но каждое из этих имен – символ стойкости. В следующем видео мы узнаем, как кыргызы создали свое первое великое государство. Подпишись, чтобы не пропустить. В 7 веке народ был разделен. 3 бия правили 3 ветвями кыргызов на Енисее. Но пришел Шибацуй Аджан. Он объединил разрозненные племена в единое мощное государство. 648 год. Аджан лично ведет делегацию в Великую Танскую империю. Император Тайцзун был впечатлен. Он даровал нашему лидеру титул почетного генерала гвардии. Благодарю, Ваше Величество. Это был прорыв. С силой кыргызского государства начали считаться все могущественные соседи. Создав фундамент державы, он передал власть легендарному Барсбеку. История продолжается. Ваше Величество, армия готова, но путь опасен. Я знаю. Но наше будущее требует этого. Мы пойдем вперед. На берегах Великого Енисея более 1000 лет назад расцвела могучая цивилизация енисейских кыргызов. В 7-9 веках кыргызский каганат был одной из сильнейших держав Центральной Азии. Кыргызы были мастерами небесного железа, создавая оружие, не знавшее равных. Даже в суровом климате они выращивали зерно, строя оросительные каналы. Кыргызские лошади славились выносливостью и ценились при дворах императоров. Через земли кыргызов проходила северная ветка Великого Шелкового пути. Кыргызы владели рунической письменностью, высекали историю в камне. Они поклонялись Тенгри-Ата и Умай-Эне, считая горы и леса священными. Наследие енисейских кыргызов стало частью истории всего тюркского мира. В суровых лесах Енисея рождалась новая сила. Его род хранила сама божественная мать Умай-Эне. Он был рожден, чтобы править и объединять. Он принял имя Инанчу Алп-Бильге. Кыргызы больше не склонят голову врагам. Тюрки предложили мир и брак. Но за дарами скрывался скрытый мотив. Барсбек понял, этот союз лишь ширма для будущего удара. Он начал действовать первым. Ответ на хитрость – сила союзов. Китай, Тюргеши и Тибет объединяются под его началом. Последний гонец отправлен в Тибет. Кольцо вокруг восточного каганата должно сжаться.
Но тюрки опередили всех. Легендарный переход через хребет в мертвой тишине зимы. Проданная тайна открыла врагу путь к сердцу кыргызской земли. Они напали на спящих. Копья пробивали путь сквозь плоть и мороз. В лесах Чернесунга Каган принял свой последний бой, достойный смерти героя. Соплеменники высекли его славу в камне. Голос Кагана звучит в рунах вечно. Он предвидел угрозу и боролся до конца. Барсбек – вечный символ свободы кыргызов. Они были рождены ветром и дорогой. Кочевники Енисея – воины, охранявшие северные пути. За силой меча стояла мудрость совета. Старейшины и знать вершили судьбы Каганата. Через их земли проходил Северный шелковый путь, дорога, соединявшая Восток и Запад. От Китая до Европы кыргызы контролировали ключевой перекресток континентов. Енисей был богат металлами, кыргызское белое железо ценилось по всей Азии. Золото кыргызов стало символом богатства и статуса знати. Сибирская пушнина шла в Китай, Среднюю Азию и даже в Византию. Мускус и редкие дары ценились в медицине и парфюмерии Востока. Да, и их ценность растет со временем. Кыргызские кони быстрые, выносливые, незаменимые в войне и торговле. Енисейские кыргызы были связующим звеном цивилизации Евразии. Дорогие зрители, это видео мы создали, опираясь на исторические факты. Но еще и добавили гипотезу о том, что 40 юношей отправлялись в обучение ТАН каждые 10 лет. Просим вас, не судите нашу художественную драму строго. О великие потомки Великой Степи! Наши предки проливали кровь не для того, чтобы вы сегодня в интернете доказывали друг другу, кто круче и чей предок был Каганом. Каждое племя имело огромный вес. Каган был один, но один он не построил бы империю. Мы, степные народы, не делились на нации. Мы бились плечом к плечу, защищая наше общее право на существование. Вместе мы сила, в единстве наша мощь. Все вы полноправные наследники Великой Степи. Будьте дружны. Приятного просмотра! Слушай голос Великой Степи. Она помнит тех, чья воля была тверже железа. Когда колчаны опустели, полководец Лилин сломал свой лук, но не склонил головы. Пораженный его отвагой, владыка степи отправил его править предками кыргызов. Так кровь дракона слилась с кровью северных снегов. Если мы повернем назад, наши дети вечно будут платить дань шакалам. Вперед! Чтобы разорвать цепи степи, вожди Енисея пришли за мудростью дракона. Золото открывает двери, но лишь великая польза способна открыть уши императора. Я проведу тебя, северянин. Летописи не лгут. В ваших жилах течет кровь нашего полководца. Вы ветвь нашего древа. Пусть каждый отдаст лучшего сына в их академию. Они вернутся и поведут наши армии. Пока сыновья Енисея познавали науки в Поднебесной, их родина захлебывалась кровью. Восстал страшный враг, второй тюркский каганат. Мы не рабы, чтобы нас били палками! Подними их, Барсбек. Тюркские плети бьют больнее бамбука. Я заберу эти секреты осадных машин и шифров на Енисей. Я ослепну раньше, чем прочту все. Но каждая капля нашего пота здесь
Это сохраненная капля крови нашего народа там. Bağırınlar, kılıçlarını götürgülü! Sokku, dizine! Var! Жақсы, алда ердоңла! Askeriler kılıçlarını götür! Solgun silki! Askeriler kılıçlarını götür, onga solga silki! Eleluk, kılıçlarını götür! Solgun silki! Eleluk, küpürler! Küpürler! Ayzalarını götür, sokku! Приколу! Вы больше не одинокие всадники! Вы несокрушимая стена! Они овладели искусством ночных прорывов, хозяева ночи, дыма и огня. Я записал сюда все. Если мы пойдем на Енисей, мы спрячем эти записи в священных горах. Я назову ее «Наследие 40». Поднебесная лишь стравливает нас. Если мы не сомкнем кольцо, тюркская орда сотрет нас поодиночке. Когда орда придет за моим народом, я приму удар на Енисей. Я пошлю вам гонцов. Тяжелая конница крыши мира спустится с гор. Клянусь. Мои сабли ударят им в затылок. Клянусь. «40 сыновей Енисея покинули земли дракона. Они увозили тайну, способную сокрушить империи. Каждый из 40 обученных командиров принял под свое начало ровно 1000 всадников. 40 000 закованных в сталь воинов Енисея стали идеальной военной машиной. Степь привыкла нападать в рассыпную. Мы же привезем им правильный строй, осадные башни и смерть. Разведчики Тоньюкука увидели то, во что отказывались верить глаза. Енисей превратился в монолитный легион, не знающий страха. Северяне ковали дисциплину, юг гнил изнутри. Второй тюркский каганат поразил голод, но их вожди утопали в вине и роскоши. Говорят, Барсбек велик и благороден. Настоящий каган, защитник, будущее великой степи за ним. Его армия монолит, мой каган. Степь уже шепчет его имя. Нам нужно перемирие. Мы должны отдать ему твою дочь. Отдать мою кровь? Отдать мою дочь за врага? Этому северному псу? Убей меня. Но если мы обнажим мечи сейчас, наши собственные тумены и рерят гладки. Дочь — это не капитуляция. Это отравленный кинжал, который мы вложим прямо в его сердце. Прости меня, дитя. Мои мечи бессильны против его стальной стены. Я умоляю тебя спасти наш народ. Если Барсбек — это смерть нашей империи, отец, я стану его смертью. Я согласна. Я пожертвую собой ради будущего Кюльтегина, ради чести тюрков. Она вошла в ледяной шатер Кагана как покорная жена. Но под тяжелыми северными мехами билось сердце верной дочери юга.
Барсбек надел золотую броню и забрал себе всю славу. Но разве твоя 1000 воинов хуже его гвардии? Почему ты равный ему по крови должен стоять в тени? Она не клинок, мой Каган. Она вода, которая точит наш камень изнутри. Она ищет трещины между 40 братьями. Ты думаешь, я слеп, Магелляна? Мои командиры монолит, выкованный в огне Поднебесной. Твой сладкий яд здесь не сработает. Монолитов не бывает, мой повелитель. Даже в самой крепкой скале есть щель. Нужно лишь знать, куда ударить. Я должен успеть. Если она узнает о коалиции раньше, чем армия Тибета спустится с гор, то Нью-Кук уничтожит нас поодиночке. Тибет, Тюргеш и Империя Тан, Великое Небо, Барсбек не просто защищается. Он готовит полное уничтожение тюркского каганата. Отправь это письмо моему отцу, пусть они узнают обо всем. Кому ты шлешь птичь в такую глубокую ночь, Магелляна? Я молилась духом ветра, мой Каган. Духи ветра не читают рун. Если я уж что полетел на юг, я скормлю тебя моим псам. Барсбек выковал железное кольцо. Если вы не ударите первыми, тюркский каганат исчезнет навсегда. Моя племянница прислала нам не просто вести, она прислала нам приговор. Енисей заключил тайный союз с империей Тан и Тибетом. Они ждут нападения весной. Мы должны ударить сейчас, зимой, прямо в сердце Енисея. Через Саянские перевалы? В разгар зимы? Снег там высотой в копье? Это не поход, а самоубийство для армии. Именно поэтому Барсбек не выставил там дозоры. Тот, кто остановится, умрет! Вперед! Ради чести наших предков! Но тюрки опередили всех. Легендарный переход через хребет в мертвой тишине зимы. Они напали на спящих. Копья пробивали путь сквозь плоть и мороз. В лесах Чернисунга Каган принял свой последний бой. Но его кровь не пролилась напрасно. В рунических камнях Енисея навсегда высечена память о его непокорном духе. Enum, küpürler! Küpürler! Ayzalarını götür, sokku! Büyüktü! Askeriler kılıçlardı, kotor! Solgo silki! Askeriler kılıçlardı, kotor! Ongo solgo silki! Bağırınlar, kılıçlardı, kotor gülü! Sokku, dizine! Jakşı, odaya донгла! Мы не рабы, чтобы нас били палками! Elelum! Kılıçlarını götür! Solom! Siki!
История кыргызского каганата – это не только звон мечей, но и тихий подвиг дипломатии. Если Каган Барсбек был мечом народа, то Эрен Улуг стал его голосом, который должен был прозвучать на крыше мира. Сегодня рассказ о человеке, чье имя навеки высечено на камне, но чья судьба осталась загадкой в этих горах. Выходец из знатного рода Балчар, к 38 годам он получил высокий титул Нанчуал – доверенный герой-советник. Признанный талантливый полководец, он стал личным посланником Кагана для миссии особой важности. Каган отправляет Эрен Улуга в тибетскую сверхдержаву. Цель – заключить военный союз и изменить ход истории Азии. Над Енисеем нависла угроза вторжения второго тюркского каганата. Государству нужна была мощная коалиция. Представьте этот путь. Тысячи километров через раскаленные пески Гоби и смертельные ледяные перевалы Гималаев. Он знал, что шансы выжить ничтожны, и он не вернулся. Историки до сих пор спорят, где именно оборвался его путь. В Хакасии сопленники установили в честь героя величественный памятник – каменную летопись скорби. «Я отделился от своего хана, я отделился от своих друзей. Я не достиг Тибета. Я умер, не увидев своих родных». История Эрен Улуга – пример высшего патриотизма. В расцвете сил он оставил все и шагнул в неизвестность ради спасения народа. Как вы думаете, если бы его миссия увенчалась успехом и альянс был сформирован, пошла история Азии по другому пути? Я не дошел до Тибета. Пытаясь спасти свой народ, я попал в желтый туман Барса-Кельбес. Я отделился от своего народа. Я иду за тобой. Приготовься к битве! Он стал носителем священной реликвии енисейских кыргызов. Наследие 40. В ней скрыты секреты великих полководцев прошлого. Здесь собрана мудрость всех великих каганов и полководцев Великой Степи. Его дух преследует Великую Степь. Когда народ обречен, он появляется, дарует силу и исчезает вновь. И по сей день он приходит из пустоты Барса-Кельбес, чтобы вручить книгу истинному Батыру, когда народ в ней нуждается. Ждите его. В эпоху Великой Степи железо не просто добывали из земли. Его ждали с небес. Кыргызы верили. Камень, упавший со звезд. Они ведь называли его Цзяша. Тверже камня, острее ветра. Этот металл не ржавел и рубил обычное железо, как сухую ветку. Небесное железо сделало енисейских кыргызов повелителями стали и грозой Центральной Азии. Путь длиною в тысячелетия в каждом посте. Подпишись на зов предков. Nomad World NS. 711 год. В жестокой битве. Выжившие воины отчаянно искали тело правителя среди снегов. Продолжайте искать, он должен быть здесь. Прекратить поиски, его дух теперь часть вечного синего неба. Он был истинным батыром, отдавшим жизнь за нашу независимость. Жена с юным сыном увели остатки народа к одинокой горе. Прошло 20 лет. Из пепла скорби выкована новая сила. Тайные кузницы ковали лучшее оружие для торговли и будущей мести. Гонец отправлен в империю Тан. Мы восстановили торговлю конями. Однажды ночью появился Эрен Улуг, хранитель и страж Великой Степи. Кто ты такой? Бери свой меч и сражайся, если смеешь стоять на моем пути! И мне не нужна сталь, чтобы усмирить слепого щенка. У твоего отца, Кагана Барсбека, был великий путь. Но он не смог его завершить. Его погубила доверчивость. Он верил клятвам шакалам, и они вонзили клыки ему в спину. Так что же мне забыть о милосердии? Править степью лишь страхом и кровью? Нет. Сохрани благородное сердце барса, но обрети холодную мудрость змеи.
Твоя цель — собрать разрозненные роды, объединить эти земли в единый кулак. Ты должен основать великую кыргызскую державу. Такова воля наших предков. Чтобы сохранить мир и нерушимый порядок под вечным синим небом. Подними знамя отца, сын Кагана. Там, где он пал, ты должен выстоять. Приняв наследие 40, молодой Барс взял в руки судьбу народа. В этих древних рунах скрыта ярость предков и великая мудрость веков. От мрака одиноких гор к свету свободы грядет буря синего неба. Великие империи падали от меча, кыргызская держава держалась благодаря тайне. Разведка и связь были нервной системой великой кыргызской державы. В горах стояли высокие деревянные башни, точки наблюдения и передачи сигналов. Каждый цвет дыма имел значение. Черная — опасность, синий — движение врага, белый — огонь, срочный приказ Кагана. Сигналы дополнялись жестами, свистками и знаками, понятными только посвященным. Кыргызские разведчики действовали и за пределами державы, в соседних государствах. Чужие шпионы редко возвращались. Контрразведка выявляла угрозы еще до войны. Говори, кто тебя послал? Контрразведка все знает. Я простой крестьянин. Полную картину знали только Каган и узкий круг элиты. Мы стоим на пороге великих свершений. Гонцы меняли коней днем и ночью в почтовых станциях. Приказы доходили быстрее слухов. Связь не прерывалась ни днем, ни ночью. Именно такая система управления позволила державе существовать столетиями. В великой кыргызской державе информация была оружием, и она била первой. Путь длиною в тысячелетия в каждом посте. Подпишись на зов предков. История степи — это история цивилизации. Нас долго считали лишь кочевниками. Это лишь часть правды. Но вместе с кочевьем строились города и административные центры для наместников Кагана. Кимичкет, город, упомянутый в арабских летописях, подтверждает о существовании высокоразвитой цивилизации в IX веке на берегах Енисея. Археологи предполагают системы водоснабжения и канализации. В покоях каганов древнего Енисея работали уникальные системы подпольного отопления. Торговля и контакты с соседними государствами приносили новые технологии. В городах Востока и степи изучали небо и движение звезд. Здесь, среди гор и ветров, рождалась сила. В эпоху Великой Степи железо не просто добывали из земли. Его ждали с небес. Кыргызы верили. Камень, упавший со звезд. Они называли его дзяша. Из редких металлов создавались прочные доспехи и оружие. Несокрушимая стена, тяжелая конница в черной броне и священных рунах. Стремительно быстрые конницы, при внезапных атаках смертоносный дождь стрел, летящих из ниоткуда. Империя Тан признавала кыргызов равной великой державой и союзником. Золото кыргызов стало символом богатства и статуса знати. Кыргызы выстраивали союзы, создавая политическое равновесие в регионе. За силой меча стояла мудрость совета. Старейшины и знать вершили судьбы каганата.
Здесь жили ремесленники, ученые, воины и правители. Кемичкет. Путь длиной в тысячелетия в каждом посте. Подпишись на зов предков. Nomad World NS. Войско выстраивалось в строгом и неизменном порядке. Центр удерживал строй. Крылья наносили обходный удар. Войско делилось на десятки, сотни, тысячи и тумены. В центре стоял Каган, владыка и верховный военачальник. Тяжелая конница была опорой решающего удара. Генералы вели войско не словами, а примером. Конные лучники истощали врага, прежде чем сходились мечи. Свист стрел и огонь ломали волю противника. Битва начиналась с выверенного движения, а не с безрассудной ярости. Отступление было частью замысла, а не признаком слабости. Тактика сокрушительного удара врага с правого и левого фланга. Тяжелая конница завершала исход сражения. Путь длиной в тысячелетия в каждом посте. Подпишись на зов предков. И это все зерно? Великие кыргызы Барсбека теперь питаются снегом! Грузите все на наших коней! Мой Каган, позволь мне перерезать ему глотку прямо сейчас. Убьешь одного пса, придет стая. Пусть подавятся этим зерном. Наше время еще не пришло. С каждым днем войско росло и крепло, пока его число не достигло 40 тысяч воинов. Но мудрый предводитель думал не только о войне. Он заботился о народе и о провизии для своего войска. И над степями уже витало предчувствие великого дня. Дня, который решит судьбу кыргызской земли. Мы отдали тюркам последнюю еду! Мои люди жуют кожаные ремни! Если мы продолжим летать тренировки, мы просто умрем от голода! Я знаю, старейшина, но без этих тренировок нас ждет верная смерть. Мы уважаем память твоего отца, но гордостью сыт не будешь. Нам нужно распустить тайный отряд. Спустить? Чтобы вечно быть рабами второго каганата? Слушайте меня внимательно. Я не отец. Я не буду умирать на снегу. Дайте мне 3 луны. Я найду сталь, которая не ломается, и золото, которого мы не видели. Никто не покинет лагерь, пока я не разберусь. Великий Каган Барсбек ушел к предкам. 4 вождя дали клятву. Если до новой луны не будет найдено спасение от врагов и голода, улусы уйдут. Но они забыли, кто унаследовал кровь волка. Если мы вернемся с пустыми руками, наш народ исчезнет. С этого вздоха вы не люди. Вы тени. И они покинули стан, растворившись в утреннем тумане. Как я стоял за спиной твоего отца, так я стою перед тобой, господин. Легенда о 40 витязях возрождается сегодня. Время пришло. Небесные черняные доспехи, копья, пробивающие горы, и мечи, рубящие ветер. Я обучу вас тактике небесных теней. То, что выковали в ту ночь, не было обычным оружием. Металл, упавший со звезд, принял форму их ярости. С этого дня вы станете ночным кошмаром для наших врагов. Так родились небесные тени, тайная гвардия будущего Кагана. С севера мы начнем, но для мира отправьте 20 на запад, к арабам, и 20 на восток, в сердце Данмати.
Мы заключим союзы, господин, и возьмем под охрану Великий торговый коридор. 20 теней ушли в бескрайние пески Запада, чтобы принести тайны халифов и золото караванов. Никто в пустыне еще не видел столь темных всадников. Другие 20 проникли сквозь Великую Стену. Сама империя Тан не заметила, как заключила союз с теми, кого не существует. Нанесение ставки! Срочно! Нет! Скачи к след! Немедли! Понял? В путь! На обратном пути они сплели невидимую сеть. Каждые 30 верст вырастала тайная станция УЛАК. В будущем там встанут гарнизоны, а пока это кровеносная система информации. На высоких пиках они возвели деревянные башни. Чужаки смотрели на них со страхом, не понимая их сути. Но для теней это был язык. Красный дым — враг, белый — торговцы, черный дым — военные действия врагов. 4 вождя ждали их гибели. Но когда талый снег сошел с земли, в лагерь спустились не люди. Спустилась новая эпоха. Эпоха небесных теней. Взгляните на наш лагерь. Это мои братья, копейщики. Сейчас они сидят в шалашах и смеются. Но в бою их копья не знают пощады. А здесь отдыхают наши лучники. Их стрелы затмевают солнце, бьют без промаха. Пока есть время, они не улыбаются, запасаясь силами. Но смеются не все. Отряд мечников всегда суров. Они зовут лишь одного — сойтись с врагом ли к лицу. Наша темная конница. Лица скрыты, сердца холодны. Они появляются из ниоткуда и смотрят прямо в душу врага. А здесь вершится судьба битвы. Наши командиры разыгрывают сражения как по нотам. Для них армия — это шахматы, где каждый ход смертелен. Голодный воин, слабый воин. Сушеное мясо, зерно, припасы. Мы готовы к долгому походу. Мы потомки Великой Степи, и нас не остановить. Saptı tüzdögülü. Nayzalarda cer getiregile. Стена из дерева и стали ломает любой, даже самый яростный натиск. Но в ближнем бою длинное копье становится обузой для врага. Nayzalar çaprazda! Исход решает быстрая сталь. Когда небо темнеет от вражеских стрел, Ударить внезапно, осыпать градом стрел и раствориться в пыли. Долгое ложное отступление — смертельный капкан великих полководцев. Всадники вперед, в атаку! Не останавливайтесь! когда враг истощен, наступает время последнего, сокрушительного удара. Порядок бьет хаос. Десяток, сотня, тысяча. Строгая иерархия. Правое и левое крыло готовы к охвату, а в центре незыблемая мощь Кагана. Они были готовы к великой битве, но истинная сила крылась не только в мечах. Они продолжали развиваться, превращая разрозненные племена в единую железную машину. Северная ветвь Великого Шелкового Пути оказалась в их руках. Союз с империей Тан на востоке и арабским миром на западе принес невиданные богатства. На перекрестке миров вырос золотой город Кемичкет.
Центр ремесел, торговли и силы. Здесь зародилась великая цивилизация, равной которой еще не видела степь. Сеть сигнальных башен на пиках и быстрых почтовых станций УЛАК работала безупречно. Тайный отряд Кагана видел все. Они передавали вести быстрее, чем летит стрела. 15 лет назад мы ели снег, Каган. А теперь посмотри на Кемичкет. Враги думали, что похоронили нас, но они забыли, что мы семена! Да здравствует великий Кагана! Ты говорил, что мы станем великими, отец. Я выполнил обещание. Пора отправляться в путь. Кыргызы не жили в изоляции, они были игроками на политической шахматной доске всей Евразии. Во главе державы стоял Каган, сильный, опытный, признанный правитель Центральной Азии. Внешняя политика решалась коллегиально, через советы знати и командующих армией. Империя Тан признавала кыргызов равной великой державой и союзником. Китайские императоры считали кыргызов родственниками и принимали их послов с особыми почестями. Дипломатия подкреплялась дарами, конями, золотом и шелком. Каждое письмо скреплялось тамгой, официальной печатью кыргызского каганата. Кыргызы выстраивали союзы, создавая политическое равновесие в регионе. Союзы с соседями усиливали позиции каганата против общих угроз. Через торговлю и дипломатию кыргызы взаимодействовали с арабским миром. Дипломатию поддерживала мощная армия, готовая защитить границы. Кыргызский каганат стал одной из ключевых держав Центральной Азии IX-X веков. Услышь зов предков. Подпишись на World Nomad NS. 5 лет мудрый наставник открывал ему тайны боя, готовя к великой судьбе. Я готов, учитель. Прямое попадание. 12 лет он начал укрощать огонь и металл, закаляя клинок и свой дух. Спустя 10 зим 1000 вольных кыргызов пошла за своим предводителем. В год 820 он нарек себя ханом, взяв в жены дочь карлукского Джабгу. В год 840 пала столица врага под ударом войск Кажо. Дошел он до земель Китая, утверждая закон каганата на 6 лун. На 4 века утвердилась в сердце Азии великая кыргызская держава. Мы должны укрепить наши границы. Да, мой хан, не тебе крепить. Великий Манас, зима великодержавия! Нас закалил холод. В ледяных венах Енисея мы ковали не просто мечи, мы ковали характер, тверже камня. 840 год. Мы создали державу, где орел летит месяцами, от сибирской тайги до Великой Стены. Мы не были дикарями. В городах вроде Кемичкета наши ханы носили шелк, строили дворцы и писали законы рунами. Но степь не прощает слабости, Лувалис. Города сгорели дотла. В ту ночь плакали даже воины. Казалось, история кыргызов закончилась навсегда. Мы выжили и переродились. Сатук-Бурахан поднял знамя ислама. Махмуд Кашгари собрал каждое слово нашего языка в великую книгу Диван, доказав миру, что тюркская речь — это искусство. Жусуп Баласагун подарил Кутат-Губилик, сказал: трон стоит не на силе меча, а на справедливости и законе. Взгляни на себя. Твои глаза — это их глаза. Твоя свобода оплачена их кровью. Ты не просто человек. Ты потомок властелинов степи и гор. Помни это. Гордись этим. История продолжается в тебе. Путь длиною в тысячелетия. В каждом посте. Передайте эту историю следующему поколению. Сохраним наше наследие вместе.